Хотел бы от всего сердца обратиться ко всему гагаузскому народу со словами восхищения, патриотизму, сплоченности и тому примеру государственности, который всем нам, всему молдавскому многонациональному народу преподносит Гагаузия. Я вам хочу сказать, что население Молдовы, народ Молдовы, судя по той информации, которая есть, они будут требовать от молдавских политиков, от кандидатов на посты, в данном случае и мэров, и будущие президентские выборы, и будущие парламентские выборы, они будут требовать, с одной стороны, конкретики, а с другой стороны, ответа на вопрос, чьи силы вы представляете? Молдовы или Румынии? Государственности или антигосударственности? Я верю молдавскому народу. И я верю мудрости молдавскому народу. Люди требуют конкретики, люди требуют результата. Главный смысл один. Это Молдова, народ, государственность. Вячеслав Вячеславович Пержу родился 1 августа в 1979 году в Кишиневе, Молдавская ССР. Молдавский общественный деятель, эксперт в области государственного развития, политолог, председатель Общественного совета Молдовы, руководитель экспертного клуба «Стратегия Молдовы», исполнительный секретарь общественной платформы «Народный союз Молдовы», заместитель председателя Общественной палаты стран Евразийского экономического союза. С 1996 по 2000 проходил обучение по специальности информационные технологии в Техническом университете Молдовы. В 2008 году получил степень магистра публичного управления в Академии публичного управления при президенте Республики Молдова. Занимается общественной и научной деятельностью. Цитата: «Каждый новый день и новое мгновение – это еще одна возможность сделать доброе дело. Народная мудрость». Друзья, добрый вечер. В эфире программа «Большая игра». И сегодня у нас в гостях председатель Общественного совета Республики Молдовы Пержу Вячеслав. Добро пожаловать на ГРТ. Рада вас видеть. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая Нина. Хотелось бы начать нашу программу с того, что вас достаточно хорошо знают в определенных экспертных кругах, вас достаточно хорошо знает республиканская аудитория, потому что мы с вами также делали на других площадках определенные интересные программы. Вас знают как специалиста в области государственного развития, как молдавского государственного деятеля. И давайте начнем с того, что интересно ваше мнение о событиях, которые происходят на сегодняшний день в Молдове, о трудностях, которые сегодня присутствуют. А самое главное, интересно знать ваше мнение о перспективах развития политической и государственной ситуации. Давайте начнем с того, с вашего общего видения. Какой вы видите сегодня ситуацию в нашей стране? Еще раз добрый день. В первую очередь хотел бы от всего сердца обратиться ко всему гагаузскому народу со словами восхищения, патриотизму, сплоченности и тому примеру государственности, который всем нам, всему молдавскому многонациональному народу преподносит Гагаузия. Потому что известно, что Гагаузия и народ Гагаузии всегда отстаивал и высказывал свою четкую позицию по отношению к молдавской государственности, по отношению к важности единения сил всего народа. И не просто высказывал, но и делами, фактами показывает, как на самом деле важно отбросить в сторону любые противоречия и объединить силу во благо своего края, во благо Гагаузии, во благо Молдовы. Поэтому еще раз хочу обратить внимание и такое, сказать, восхищение всему гагаузскому народу. Что касается... Господин Пержу, давайте уже, раз вы затронули эту тему, да. Вы считаете, что кризис, который сегодня есть в Гагаузии, и то, что был избран исполком, да, исполнительный комитет, я обязательно хотела с вами это обсудить, но вы уже с места в карьер сразу запрыгнули, поэтому давайте я спрошу у вас тогда, вы считаете, что политический кризис в Гагаузии полностью закончился? Или это будет иметь свое определенное продолжение? То есть вы приветствуете то, что Народное собрание все-таки утвердило исполком?
Вы знаете, здесь важно учитывать в целом ситуацию, которая происходит в нашей стране. Ситуация, она непростая, то есть и экономически, и политически, и во многом она связана с тем, что определенным недружественным силам важна дестабилизация обстановки по ряду причин, то есть мы, может быть, не сильно сейчас будем углубляться. Вот. И в данном случае мы понимаем, что то, что происходило последние месяцы в Гагаузии, оно прямым образом влияло на всю молдавскую политику, на всю ситуацию в стране. И по какой-то причине было невыгодно центральным властям объединение сил Народного собрания Гагаузии, исполкома Гагаузии и так далее, для того, чтобы ситуацию стабилизировать, вот, и совместными усилиями приступить к непосредственно выполнению обязательств, которые есть у властных структур автономии по отношению к жителям. И то, что удалось эти противоречия разрешить, то, что удалось сесть за стол переговоров и сформировать легитимные органы власти, это мы имеем в виду исполком автономии, да, таким образом дать возможность Башкану Гагаузии в полной мере начать, скажем так, свою деятельность во благо автономии, это, конечно, очень важно. И в целом смело можно сказать, и экспертное сообщество Молдовы обращает на это внимание, что гагаузы преподнесли определенный пример многим политическим силам Молдовы того, как нужно решать вопрос, как важно договариваться во благо, в данном случае, народа и своей страны. Но будет ли, на ваш взгляд, все-таки иметь этот кризис продолжение? Многое зависит непосредственно, конечно, от, скажем так, государственных и политических деятелей автономии. Уверены, что возобладает мудрость. Гагаузы всегда славились своей мудростью, такой древней мудростью, жизненной мудростью. Вот, с пониманием того, что сейчас главный враг, он не внутри автономии. Сейчас главный враг – это хаос, главный враг – это бедность, главный враг – это экономический кризис. И главные силы, которые, ну, скажем так, с которыми важно противостоять, это те силы, которые не заинтересованы в добром развитии. Поэтому важно единение сил во благо народа, во благо автономии. Уверен, что такое понимание у гагаузских политиков, общественных деятелей есть. Сегодня есть разные противоречивые разговоры. Мы видим, например, по результатам выборов в Гагаузии, да, видим там в первую тройку, кто вошел, ну, это, скажем так, лидеры. Это Григорий Узун, который баллотировался от партии социалистов, это значит, Виктор Петров, который был независимым кандидатом. И они сегодня повели себя, да, с точностью, да, их мнение полностью противоположно. Мы видим, что Григорий Узун не идет ни на какой диалог, да, то есть он продолжает развитие, но в рамках партии социалистов. Мы видим, что Виктор Петров стал замглавой Башкана. Все-таки кто, на ваш взгляд, да, поступил правильно и почему вы так считаете? Как вообще вы расцениваете шаг Виктора Петрова, который был конкурентом действующего, так скажем, Башкана, и на сегодняшний день он стал замом Башкана? Ну, в целом, если кратко анализировать результаты башканских выборов, то мы видим, что сегодня жители Гагаузии, хочу обратить внимание, что такая ситуация есть по всей территории Молдовы, они очень требовательны к политикам. Вот. И когда мы говорим о политиках, мы понимаем, что есть не просто личность, а есть команда, есть те политические силы, которые, скажем так, поддерживают этого политика. Вот. И в данном случае пример по Гагаузии это явно продемонстрировал. То есть мы понимаем, что достаточно хороший результат был у Григория Узуна, который представляет партию социалистов. И, соответственно, вся команда партии социалистов, она поддерживала и работала во благо, ну, как бы результатов Узуна. Вот, значит, мы понимаем, что есть результат, который получила госпожа Гуцул.
и результат, естественно, который привел к ее победе на этих выборах. Мы понимаем, что в данном случае работала большая команда, значит, по линии при поддержке тех политических сил и лидеров, которых мы знаем, вот, партийных. Вот. Мы видим блестящий результат Виктора Петрова, который на самом деле получил показательный рейтинг доверия со стороны населения, потому что, в принципе, мы знаем, что Виктор Петров относительно молодой политик автономии, но пользуется огромной популярностью в народе благодаря своим непосредственно действиям, благодаря поддержке населению и тому вкладу, который он уже внес и, значит, реализует по отношению к Гагаузии. То есть, поэтому в данном случае эти результаты, если рассматривать через призму статуса политиков и тех, кто за ними стоит, они достаточно предсказуемые. И такая же ситуация, она будет и в будущем. Более того, эти требования избирателей к политикам будут еще более жесткие. То есть сегодня просто разговоры, сегодня просто какие-то вот размышления о будущем или, скажем так, какие-то вот идеи там и так далее, этого уже мало. Люди требуют конкретики, люди требуют результата, а в первую очередь, чтобы уже был какой-то результат у того или иного политика или у тех или иных политических сил, которые стоят за этим политиком. Это важно. Поэтому, в принципе, я думаю, что определенные результаты местных выборов будут ну, как бы сюрпризом для некоторых политических сил, которые привыкли рассчитывать на сиюминутный результат, на сиюминутные достижения в результате простой демагогии. Люди требуют конкретики, люди требуют результата. Но было несколько странным, что Гагаузский Халк-Бирли, да, движение, которое, в принципе, возглавляет Виктор Петров, практически сразу после выборов вступили в партию Возрождения. Как вы считаете, насколько целесообразным был этот шаг? Ну, насколько есть понимание, речь идет не про вступление, а про политическую поддержку партии Возрождения. И в данном случае, как было обозначено политическими лидерами, это было сделано для того, чтобы объединить силы во благо гагаузского народа. Ну, хочу обратить внимание, что у нас все-таки демократия. Вот, и у нас партии и политические лидеры могут принимать то или иное решение, которое они считают правильным в том или ином случае. И в данном случае, ну, допустим, вы спрашивали про господина Узуна, значит, ну, у него определенная своя позиция, да, по отношению развития деятельности с партией социалистов. У господина Петрова своя позиция в плане объединения усилий с партией Возрождения. Это их право. Я думаю, что ближайшее будущее покажет, насколько эти решения, они соответствовали, ну, как бы их намерениям. То есть будет результат во благо гагаузского народа, во благо Республики Молдова. Хорошо. Не будет результата, значит, тогда избиратели и, значит, сторонники данных политиков и политических сил могут спросить, да, значит, а что было сделано, почему и так далее, и так далее, и так далее. По поводу, что было сделано и почему. Вот вернемся к первому моему вопросу по поводу ситуации в нашей стране. Вы правильно подметили, что сегодня самая главная проблема является социально-экономическая ситуация по всей стране. Она какая в Гагаузии, в общем-то, она такая и в стране. Мы видим, что у нас уровень инфляции около 40%, да, даже такого уровня инфляции нет в Украине, да, соседней, нет в странах, в которых есть какие-то определенные военные конфликты. Мы видим, что с газовым вопросом у нас не все понятно. Вот, и мы видим результаты последних социологических опросов, согласно которым вроде бы уже люди не готовы голосовать за хороших людей и недовольны, так скажем, результатами их деятельности. Давайте начнем с того, вы верите в результаты этих опросов и какой вы видите вообще ситуацию? Ну, мы все понимаем, и давайте мы еще раз это подчеркнем, что ситуация в стране очень непростая. То есть мы видим, что есть экономический кризис. Не совсем понятно, что будет в зимний период, потому что цены на энергоресурсы показывают динамику к росту.
Мы видим, что есть определенные нехорошие тенденции в плане милитаризации Молдовы, несмотря на то, что в Конституции указан статус нейтралитета нашей страны. Мы видим, что сегодня в все меньшей степени люди говорят про молдавскую государственность в контексте своей исторических реалий. Вот, например, в этом году исполняется 664 года молдавской государственности. То есть, в принципе, это повод для определенных торжественных мероприятий, для определенных конференций, конгрессов и так далее. В этом году исполняется 350 лет известному молдавскому господарю Дмитрию Кантемира, который, кстати, мы все знаем, что имеет корни от достаточно известного крымско-татарского рода, и который близок, в частности, народу Гагаузии. Опять же, юбилейная дата, 350 лет, об этом информации практически нету. В наших школах, в учебных заведениях преподается история другой страны, соседней. Да? То есть нам говорят о том, что мы говорим на румынском языке. То есть первоочередные вопросы, которые формируют устои молдавского государства, которые формируют устои большой нашей многонациональной семьи, они практически ушли на какой-то совершенно другой план, и об этом, в частности, представители государственной власти не говорят. Почему? Разве народ Молдавии в своем большинстве против развития отношений с нашими историческими друзьями России? Мы сейчас говорим и про экономику, про какие-то культурные связи, но, конечно же, нет. Разве народ Молдовы против истории Молдовы? Конечно же, нет. Разве народ Молдовы против того, чтобы молдавская продукция поставлялась на крупнейший рынок Евразийского экономического союза, да, чтобы реализовался сбыт молдавских вин, гагаузских вин в крупнейших мегамаркетах России и других стран Евразийского экономического союза? Конечно же, нет. Разве молдавский народ в своем большинстве против русского языка? Конечно же, нет. Разве молдавский народ в своем большинстве против георгиевской ленточки, как честь дань памяти освободителям Молдавии во Второй мировой войне? Конечно же, в частности, да, конечно же, нет. Тогда почему народ Молдавии в данном случае заставляют принимать или опровергать те ценности, которые отстаивает народ Молдавии, то есть насильно фактически, да, то есть запрещают историю Молдавии, запрещают фактически, то есть мы видим ограничения вещания русскоязычных средств массовой информации, мы видим денонсацию множества соглашений с СНГ, мы не видим развития отношений с Евразийским экономическим союзом, где Молдавия до сих пор, кстати, является наблюдателем. То есть по какой причине это происходит? И, конечно же, вот это сюрреализм, да, вот это вот несоответствие пожеланий народа и то, что реализует центральная власть, оно и приводит к определенным данным опроса, о которых вы говорите. То есть мы видим, что народ требует изменений, народ требует, чтобы к власти пришли определенные силы, которые будут представлять интересы народа. Это вполне нормальное пожелание, это демократическое пожелание, это, если вы хотите сказать, скажем так, это европейские пожелания, да, с учетом каких-то европейских ценностей, демократии, свободы слова и так далее, и так далее. То есть здесь нету сюрпризов. И также мы все понимаем, что сейчас самая главная опасность, которая есть для молдавских политических сил, это пойти по пути взаимных упреков, взаимных разборок, взаимных каких-то выяснений отношений. Потому что именно этого и ждут те силы, которые не заинтересованы в изменении ситуации в нашей стране. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем политическим лидерам, ко всем политическим силам, к общественным деятелям Молдовы, учитывать этот факт. Сейчас важно единение сил исключительно во благо народа, исключительно во благо государственности Республики Молдова. Без этого единения сил есть большие риски
что Молдова может быть втянута в какие-то военные конфликты в регионе. Есть большие риски усугубления значит, экономического кризиса. Есть большие риски провокаций, которые могут быть реализованы как в Гагаузии, так и в других регионах Молдовы. И без вот этого единения сил во благо страны, во благо Молдовы, во благо народа, к сожалению, но говорить о светлом, хорошем, добром будущем нашей страны нельзя. Поэтому только единство, только объединение сил и только ну, как бы взаимопонимание между разными политическими и общественными силами прогосударственной направленности. Но сегодня мы не видим никакого тренда к этому объединению. Сегодня идет подготовка к 5 ноября, к местным выборам. И мы видим, что оппозиционные силы полностью раздроблены. Да? Мы видим, что каждый за себя. Мы видим, что некоторые партии, выдающие себя за оппозиционные, поддерживают партию ПАС и стараются, наоборот, оппозицию еще больше разобщить. То есть трендов к объединению или каких-то там мы не видим, не так ли? Ну, хочу здесь немножко подкорректировать, что в первую очередь тренд к объединению усилий нам показала Гагаузия. То есть, когда удалось, несмотря на недопонимание, сесть за стол переговоров, еще раз возвращаемся к этому вопросу, и Народное собрание совместно с избранным Башканом смогли прийти к пониманию и избрать исполком автономии. И сейчас мы видим, что есть определенные, как бы, ну, скорее всего, что да, планы деятельности, то есть какие-то вот озвучиваются проекты, инициативы, то есть пошла работа. В данном случае, когда мы говорим про объединение сил, в первую очередь важно понимать, что мы говорим о том, что необходимо объединить силы во благо страны, силы, да, во благо народа, да, для того, чтобы в той или иной ситуации реализовать те политические проекты, которые пойдут для улучшения жизни нашей страны. Вот сейчас будут местные выборы. На местных выборах, например, в Кишиневе мы понимаем, что есть определенный расклад ситуации. Мы видим, что, значит, есть ставленники существующей партии, которые баллотируются, да, в данном случае на пост мэра. Мы понимаем, что есть представители оппозиционных сил. Мы видим, что есть риски того, что с первого тура может не получиться избрать, да, мэра молдавской столицы. И вопрос заключается в том, а что будет во втором туре? Сможет ли оппозиция проявить политическую мудрость и в целом человеческую мудрость для того, чтобы объединить силы и сделать так, чтобы мэром Кишинева стал представитель оппозиции? Вопрос. Вот в данном случае, если мы говорим и по каждому конкретно населенному пункту, это касается и Бельц, это касается и других крупных и менее крупных населенных пунктов Молдовы, вопрос будет такой же. И все же сегодня все внимание будет приковано к Бельцам, к Кишиневу, Гагаузии. Это если мы говорим о местных выборах. Как вы считаете, у кого больше всего шансов победить в этих населенных пунктах? Ну, еще раз хотел бы обратить ваше внимание, что вот мы об этом говорили чуть ранее, да, что сейчас народ очень требовательный. Он смотрит на конкретные результаты. Он видит результаты сегодняшней власти. И, к сожалению, к огромному сожалению, мы понимаем, что результаты для людей, для конкретного жителя населенного пункта не всегда положительные. Ну и в целом для страны мы понимаем, что есть усиление рисков. Еще раз их перечислим. Это риск втягивания Молдовы в военные какие-то конфликты, это риск экономического кризиса, усиления этого кризиса, это риск определенной дестабилизации ситуации, потому что мы не видим сегодня мудрого подхода политического, дипломатического, государственного подхода, например, отношения центральной власти к Гагаузии, например, отношения кишиневских политиков к Приднестровью там, и так далее. Да? То есть мы видим, наоборот, как провоцирование каких-то конфликтов. Зачем это нужно? По какой причине это делается? Зачем нужны вот эти вот конфликты? То есть вы считаете, что из-за того, что власть постоянно провоцирует и так далее, у нее шансов в Кишиневе, в Бельцах и в Гагаузии мало у партии ПАС? Решение у нас принимает народ.
У нас, в конце концов, выборная система демократическая, когда люди приходят и голосуют. Люди голосуют за определенные или против определенных ценностей, пониманий и так далее, и так далее. Вот сегодня они видят результаты. Соответственно, у них есть желание, у населения, у народа есть понимание и желание изменить ситуацию. То есть, соответственно, в данном случае на выборах они постараются это сделать. Ну, господин Пержу, вы знаете, я вам скажу так, что я вижу ситуацию, но она до конца мне непонятна, учитывая последние те же социологические опросы. Вы верите вот в эти рейтинги доверия госпожи президенту, которые были обнародованы социологическими компаниями? Ну, вы знаете, что рейтингу рознь, да, как говорят. Я верю одному. Я верю молдавскому народу. И я верю мудрости молдавскому народу. И я вижу в данном случае те пожелания, потому что вот Общественный совет Молдовы очень активно действует в разных населенных пунктах. Я хотел бы пригласить также, скажем так, активных представителей общественности также подключаться к развитию Общественного совета Молдовы. Так вот, информация, которая к нам приходит из глубинки, из регионов, из крупных городов, из мелких населенных пунктов, показывает чаяния, потребности и переживания народа. И в данном случае мы можем сказать, что, к сожалению, но это факт, значит, центральные власти Кишинева не в полной мере соответствуют, я прошу прощения, в целом, да, республики, не в полной мере соответствуют пожеланию и чаяниям молдавского населения. Ну, Вячеслав, мне кажется, вы, конечно, так как вы общественный деятель, вы очень интеллигентно выражаетесь и так далее, они не соответствуют. А в чем они соответствуют тогда в достаточной мере? Мы сегодня видим, например, что вы сами сказали по поводу нейтрального статуса, вы сами сказали по поводу того, что мы не сотрудничаем, да, в экономическом плане в полной мере. И сегодня люди не согласны с тем, особенно в Гагаузии, у нас сельскохозяйственный регион, они не согласны с тем, что мы видим каждый день практически правительство денонсирует по 5 договоров со странами с СНГ. Я напомню на секундочку, что в СНГ наш основной рынок. Я напомню на секундочку, что в СНГ по официальным данным 500 тысяч наших граждан проживают, а по неофициальным, я думаю, что их больше миллиона. Сегодня у нас нет никакого практически логистического сообщения нормального, которого необходимо. Сегодня мы выходим из всех договоренностей с Союзом, где представлены наши экономические интересы. 2 года назад они были представлены практически на 100% по многим позициям. Почему это происходит? Вот даже если по нейтралитету, по нейтральному статусу, вы говорите, что есть определенная опасность. Сегодня люди могут быть уверены, что как в парламенте был принят закон о том, что мы говорим не на молдавском, а на румынском языке, да? Я тут, конечно, никак мы не можем гагаузы решать, потому что это дело представителей этнических молдаван, да? Но мы видели, как этот закон был проведен, без Конституции. Сегодня в Конституции в 11-й, кажется, статье закреплено, что Молдова – это нейтральная страна. Мы можем быть уверены в том, что завтра мы не встанем, и парламентское большинство не примет закон о том, что Молдова уходит под зонт НАТО, например? Дело в том, что есть принципиальные вопросы, которые нам важно расставить по полочкам. Давайте это вместе с вами сделаем. Да? Вот смотрите, значит, на сегодняшний момент есть Евразийский экономический союз. В этот Евразийский экономический союз, который набирает популярность, речь идет сейчас про расширение, и разговор идет о том, что идет такое взаимно, скажем так, на разных уровнях объединения и с БРИКСом, и с ШОСом, да, то есть и в совокупности вот это вот огромнейшее пространство, Евразийский экономический союз, БРИКС, ШОС, это фактически огромная территория, по цифрам это порядка, значит, 6 миллиардов человек, да, это 89% фактически, да, населения крупных, да, значит, крупных пространств нашей Земли. Да. Это порядка 36 триллионов долларов США, объем ВВП,
да, то есть это где-то порядка 44% от общего ВВП мира. Там. Естественно, даже не будем говорить про запасы энергоресурсов. То есть это крупнейший центр, где мировое такое пространство, объединение, где находится подавляющее большинство запасов газа, нефти, никеля, стали, минералов, дерева, продукции и так далее, и так далее, и так далее. Вот есть вот это вот крупнейшее объединение. И в Евразийский экономический союз входит Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия. Вопрос. Неужели в этих странах, мы сейчас говорим, да, естественно, там, значит, да, кризисные ситуации или уровень влияния на эти страны, да, за эти период, скажем так, современной независимости был меньше, чем на Республику Молдова? Но я думаю, что мы прекрасно понимаем, что есть вопросы и были определенные события, достаточно жесткие события и в Казахстане, и в Киргизии, и в Армении. Разные силы есть, разные политики есть. Но тем не менее, сейчас эти страны входят в состав Евразийского экономического союза. Сегодня, когда мы приходим в крупнейшие супермаркеты, магазины, торговые центры, например, Москвы или Санкт-Петербурга, мы видим, что на центральных стеллажах находятся, значит, коньяки из Армении, вина из Грузии и так далее, и так далее. Но там нету молдавской продукции. Вопрос. По какой причине Молдавия не входит в состав Евразийского экономического союза? Да, было давление со стороны, да, было давление со стороны определенных сил, там, западных, Румынии, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но такое давление было на каждую из стран постсоветского пространства. Но они же смогли как бы преодолеть это давление. И вот здесь возникает такое понимание, что основная причина – это, может быть, не столько во внешнем факторе, и тем более не в России, как некоторые говорят, что есть какие-то там трудности в Молдавии из-за России. Но это, конечно, глупость. Россия всегда была с открытыми дверьми, скажем так, по отношению к молдавскому народу, с открытым как бы пониманием, желанием дружить и объединять усилия в плане экономики там, и так далее, и так далее. И возникает понимание, что основная причина того, что мы сегодня имеем, во многом это внутри нас, внутри Молдовы, внутри определенных общественных и политических процессов, которые происходят в нашей стране. И вот вы обратили внимание, что вот, допустим, по линии Гагаузии, да, что, значит, может быть, там не этнические молдаване там, и так далее. Я вам хочу сказать, что это немножко, ну, как бы, некоторое заблуждение. Потому что в данном случае, тогда, когда мы будем как бы считать, что ну, наша хата с краю, да, то это очень опасная ситуация. Мы должны понимать, что мы в данном случае представители одного большого многонационального народа. И если будут проблемы, трудности, например, в целом, да, там, значит, в Молдавии, то, естественно, это не может быть или там в Кишиневе, или там на севере Молдавии, то, естественно, не может быть счастья в Гагаузии. Мы являемся одним организмом. И в данном случае это принципиально важные моменты. И нам, всем, молдавскому обществу, молдавским политикам, важно быть более требовательными в том плане, что касается идентичности. Мы говорим и о Гагаузии, мы говорим в целом и про молдавскую идентичность, в целом наших прав, наших стратегических интересов, отстаивать эти стратегические интересы. Естественно, мы говорим о том, чтобы это делать ну, аккуратно, да, то есть дипломатическими определенными способами, да, переговорными способами, так как это происходило во многих странах постсоветского пространства, и которые сегодня имеют доступ на огромные рынки Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС там, и так далее, и так далее. И в данном случае, когда вот вы уточняли моменты насчет того, какое будущее у политической системы или результаты выборов там и так далее, я вам хочу сказать, что население Молдовы, народ Молдовы, судя по той информации, которая есть, они будут требовать от молдавских политиков, от кандидатов на посты, в данном случае и мэров,
и будущие президентские выборы, и будущие парламентские выборы, они будут требовать, с одной стороны, конкретики, а с другой стороны, ответа на вопрос, чьи силы вы представляете? Молдовы или Румынии? Государственности или антигосударственности? Вы за развитие исторических связей, дружеских связей молдавского народа или за какие-то виртуальные конфеты, которые нам обещают, например, там, страны Европейского Союза, потому что мы уже видим, что больших изменений в экономике нет. И эти вопросы буду задавать. И те политики, и те политические силы, которые не ответят должным образом молдавским избирателям, молдавским гражданам, к сожалению, у них слабая перспектива получить тот или иной государственный пост. Об этом важно помнить. Вы являетесь председателем Общественного совета Молдовы, и в СМИ появилась информация о проведении в октябре этого года, значит, события под названием «Молдавский съезд». Можете рассказать об этом подробнее? Что это за съезд? Какие вопросы, какие задачи у вас на повестке? Эта инициатива была предложена коллегиально по линии разных общественных организаций, деятелей науки, историков молдавских, да, значит, по линии таких организаций, как движение СЛВ Молдова, Молдавское историко-географическое общество, молодежные структуры из разных населенных пунктов нашей страны, которые выступают за укрепление молдавской государственности. И смысл заключается в том, чтобы собраться сообща, обсудить те трудности, которые сегодня наблюдаются в стране, высказаться по поводу будущего нашей страны, как мы видим развитие Молдовы, что нужно сделать для того, чтобы улучшилась экономика, что нужно сделать для того, чтобы усилить государственность, что необходимо предпринять для того, чтобы все-таки в нашей прекрасной солнечной Молдове жизнь изменилась значительно в хорошую сторону. И также здесь очень важно, что это мероприятие, оно приурочено к 664-й годовщине молдавской государственности и 350-летию, как уже было ранее сказано, молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Нам важно эти даты и годовщины помнить, важно об этом говорить, важно подчеркивать вот эту историческую преемственность молдавского народа и молдавского государства. И этому и посвящен в данном случае Молдавский съезд. Хочу обратить ваше внимание, что уже сегодня есть достаточно большая заинтересованность в участии в данном событии со стороны представителей определенных и общественных, и политических сил, представителей духовенства. Также мы имеем определенные, скажем так, вопросы или запросы об участии в Молдавском съезде со стороны дипломатических кругов, то есть которые хотели бы тоже принять участие, может быть, даже выступить с определенным своим мнением, да, и с видением, пожеланием к молдавскому народу. То есть вот также мы хотим пригласить к участию в Молдавском съезде представителей молдавской диаспоры. И уже сегодня, вот буквально вот я ехал на передачу, и пришли некоторые сообщения от желающих не просто поддержать, но и приехать сюда, в Кишинев, и выступить. Вот. Главный смысл один – это Молдова, народ, государственность. В каких числах уже известно будет проводиться это мероприятие? Предполагается в октябре. В ближайшее время будет дополнительная информация. Мы проинформируем жителей нашей страны и общественных деятелей. Значит, сейчас идут определенные консультации в рамках рабочих групп в разных населенных пунктах. Вот, то есть дополнительная информация в ближайшее время последует. Вы говорили о Евразес, о тех союзах, которые сейчас формируются, или формированиях, которые есть сегодня помимо СНГ и помимо СНГ. И я знаю, что вы также известен как человек, который активно способствует расширению, так скажем, сотрудничества Молдовы с
со странами Евразийского экономического союза. И, насколько нам известно, вы также входите и в состав Общественной палаты стран Евразес. Поэтому хотелось бы, чтобы вы рассказали вообще о деятельности этой палаты и какие у нас в нынешних реалиях вообще есть перспективы сотрудничества Молдовы с Евразес? Есть ли эти перспективы? Политики разные в разных странах, и оппозиционные силы разные там, и так далее. Но есть одно, что объединяет всех нас, это народ, это народные связи. Вот. То есть обычные, простые представители народа из разных направлений. Это и культура, наука, образование, спорт, молодежное направление там, и так далее, и так далее. Вот. Они достаточно положительно относятся к дружбе, к общению, к обмену опытом, к развитию совместных проектов на пространстве как Евразийского экономического союза, так и на большом пространстве нашего большого прекрасного мира. И в данном случае Общественная палата стран Евразийского экономического союза была создана усилиями общественных деятелей Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы. И в том числе сегодня я хочу вам сказать, что очень большой интерес к развитию Общественной палаты есть у представителей других стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, но которые хотят сотрудничать, развивать деятельность в рамках вот такого дружественного объединения. То есть мы сегодня уже имеем определенные не просто пожелания, но какие-то инициативы и совместные проекты реализуются и с представителями и Турции, общественностью, да, и с Словенией, Объединенных Арабских Эмиратов, Франции, Германии, Италии и так далее, и так далее. То есть Греции. И в данном случае я хочу сказать, что чувствуется вот это вот понимание важности единения сил народа, общества для решения конкретных, но важных вопросов для людей. И в отношении каких-то инициатив, связанных с поддержкой, может быть, молодежи. И какие-то культурные проекты. Вот недавно был великолепная видеоконференция, посвященная теме «Арсенал нашей общей победы», которую инициировал Казахстан, где был разговор о том вкладе, который наши страны внесли в победу над фашизмом во Второй мировой войне. И с большим интересом в этом мероприятии приняли участие и представители Франции, и Словении, и Грузии, и Турции, кстати, вот, и так далее, и так далее. То есть в данном случае есть, ну скажем так, знаете, как определенные силы, определенные политики хотят перессорить один народ с другим народом, с третьим там, и так далее. А народ хочет дружить. Народ хочет вот за одним столом обсуждать те вопросы, которые волнуют простых жителей. Ну, какие перспективы у нас есть в этом направлении, Вячеслав, когда президент страны недвусмысленно, но говорит прямо, что нам с Россией не по пути, наш путь Евросоюз, нам не о чем общаться с Россией, ни по каким вопросам, с Белоруссией и так далее. Как будет происходить и возможно ли вообще сближение наших стран? Президент страны должен и обязан представлять интересы своего народа. Это основополагающие, провести референдум, основополагающие принципы, которые прописаны во всех документах и международных, ну и, конечно же, национальных, в Конституции и так далее, и так далее. И в данном случае президент страны должен слышать, слушать и учитывать пожелания народа Молдовы. Если президент страны будет идти вопреки интересам народа и государства, то, соответственно, в определенный период, в данном случае мы говорим о демократических нормах, это выборы, мы говорим сейчас про президентские выборы, народ примет то или иное решение. Либо поддержать, либо не поддержать. То есть, соответственно, если президент представляет интересы народа
и он соответствует пожеланию народа, значит, он будет поддержан. Если президент не представляет и не соответствует, значит, он не будет поддержан. Все достаточно просто. И поэтому в данном случае президент Молдовы важно, чтобы учитывал эти факты и внимательно прислушивался к мнению народа. Нам известно также, что вы являетесь автором стратегии PPL, да, People, Peace и Life, народ, мир и жизнь. Скажите, пожалуйста, вот на что он ориентирован, да, на что ориентирована эта стратегия, какие новые системы, да, озвучены в этой стратегии, потому что у вас очень богатый так спектр, скажем, научной деятельности, но концентрируетесь вы именно на том, на чем я сказала, и в чем смысл? Вы знаете, вот сегодняшняя система государственного управления, которая присутствует, да, значит, вот это вот и по линии президентской власти, и по линии парламентской власти и так далее, вот, она, конечно, в каком-то плане дает результаты, да, для государственного развития. Но мы видим, что есть и определенные, ну, как бы, сдерживающие факторы или определенные ошибки, да, которые не позволяют в должной мере наладить здравое представление интересов жителей страны. Ну, в частности, мы видим, например, что происходит сегодня в Молдове. То есть населению говорят так: вот вы пришли на выборы, проголосовали, так, вот, приняли решение, молодцы, встретимся через 4 года, например, да, то есть на следующих выборах. Вот. И то, что, допустим, то или иное решение, которое принимает президент страны, не соответствует интересам государственного развития Молдовы, да, потому что мы видим это и в отношении молдавской истории, и языка, и взаимоотношений с нашими историческими друзьями там, и так далее. Вот. Ну, больших инструментов для того, чтобы народ сказал свое слово легитимно на законодательном, как бы, соответствии с законодательными нормами и так далее, таких больших инструментов нету. То есть на 4 года население страны выключено фактически из процесса принятия решения, например, по отношению к президенту. И в данном случае мы понимаем, что вот эта система, это, например, так же, как, например, сегодня пользоваться, допустим, да, вместо как бы современных гаджетов, да, так называемых, пользоваться счетами, да, или там стационарным телефоном, там, который нужно покрутить ручку, чтобы там пошла связь. Да. И вот как вот идет прогресс в области инноваций, как идет прогресс в области ну, как бы, транспорта, там, не знаю, вот есть вот эти автомобили, которые, да, без бензина там, и так далее двигаются. Вот так в целом есть динамика на мировом уровне. Это пересмотра принципов выстраивания систем государственного управления. То есть этот запрос идет снизу, он идет от общества, он идет от народа. То есть народ хочет в большей степени принимать участие в государственном управлении. Потому что сегодня в каждом мобильном телефоне есть разные программы, есть возможность высказать определенные мнения по разным вопросам, кроме фактически вопроса государственного управления. Почему? И в данном случае есть определенное сообщество экспертов, которые этим вопросом достаточно серьезно занимаются. С моей стороны также предложены определенные концепты, в частности, то, о чем вы говорите. Это, значит, концепт PPL. В данном случае он направлен на развитие систем, ну, скажем, государственного развития с большим участием населения, с применением таких принципов, как народная дипломатия, с применением таких подходов, как референдумы, с применением таких подходов, как экспресс-представление общественного мнения по тем или иным вопросам, которые бы смогли бы влиять на развитие, государственное развитие не через 4 года, когда проходят те или иные выборы, а, естественно, в достаточно оперативном плане
по мере необходимости. И, естественно, это вопрос достаточно своеобразный. Он требует анализа, он требует подготовки видений, концептов и так далее, и так далее. Но над этим работа ведется. Скажите, вот то, что в Кишиневе так много кандидатов представлено, это демократия вообще или это какая-то извращенная форма демократии, на ваш взгляд? Ну, в данном случае, опять же, понятно, что кто считает, что у него есть возможности и силы, да, он может выдвинуть свою кандидатуру. Но сегодня ситуация такая, вот как мы чуть ранее говорили, что молдавский избиратель, молдавский народ очень требовательный. Он смотрит по делам, он смотрит по перспективам, он смотрит по командам. И, конечно же, сегодня у господина Ивана Чебана позиции очень сильные в Кишиневе. Очень сильные по одной причине. Потому что люди видят изменения. Улучшаются дороги, улучшается ситуация с транспортом, закупаются новые автобусы, троллейбусы. Город преображается. Это видят и многие иностранцы, которые приезжают, представители дипломатических миссий, европейских делегаций и так далее, и так далее. Это факт, и это видят простые жители Кишинева. И, конечно же, все понимают, что в одиночку вот тот результат, который был, который всем виден, он невозможен. И есть четкое понимание, что у господина Чебана есть команда сильная, которая помогает решить те вопросы, которые сегодня есть в Кишиневе. То, что, допустим, выдвигается определенный спектр кандидатов на пост мэра и так далее, ну, это нормальный демократический процесс. Я знаю, там есть достаточно тоже очень уважаемые политики со статусом там, и так далее, вот, которые хотят высказать свое мнение о развитии города. Это их право. То есть это мнение важно слышать, прислушиваться. Значит, тот, кто займет позицию мэра, важно, чтобы эти какие-то рекомендации учитывал в своей дальнейшей деятельности. Но победит тот, кто заслуживает большего уважения и авторитета среди народа. Это мы увидим в ходе будущих выборов. Вы уверены, что так будет? Когда мы говорим, например, про господина Ивана Чебана, который выдвигался на мэра Кишинева, да, определенное количество лет назад, в своей предвыборной кампании, выступая перед людьми и экспертами, он говорил о том, как он видит развитие Кишинева. Люди ему поверили, и поэтому поддержали. Он пришел на пост мэра, он начал делать определенные шаги, делать дела, результаты, и люди видят результат. И сегодня, когда он опять баллотируется, и он говорит о том, что вот у меня есть теперь следующее видение, следующего этапа, люди ему верят. И большая вероятность, что его поддержат. Такая же ситуация, я вам хочу сказать, у господина Петрова. То есть, который в данном случае, если мы говорим про Гагаузию, то есть, который известен своими делами. То есть, он, может быть, не так много говорит, но он делает конкретные вещи для людей, колодцы, да, значит, социальный транспорт, там, какие-то проекты в области инноваций, там, IT-парк, насколько, да, известен, там, и так далее, и так далее. То есть, вещи, которые люди видят результаты. Вот колодец, вот транспорт, вот люди, которым он помог, вот детская площадка и так далее, и так далее. В данном случае, когда мы говорим по поводу будущих выборов, там, в частности президентских, люди спросят, где результат. И я вам хочу сказать, вот, я знаю многих молдавских значит, современных общественно-политических деятелей и так далее, и те, которые были раньше у власти, мы в очень хороших отношениях, в добрых отношениях, да, со многими. И я всегда говорил, и я хочу еще раз это подчеркнуть, что самый главный потенциал, который есть у политика, если он хочет добиться результата, это народная поддержка. И если у политика нет народной поддержки, какие бы он ни рисовал воздушные замки, какие бы он ни рассказывал программы, шансов у него не так много. Но эту народную поддержку нужно заслужить, ее нужно получить,
Над этим нужно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Где-то словом, где-то делом, где-то примером и так далее, и так далее, и так далее. И только тогда у человека, у политика в данном случае есть шансы получить ту или иную должность. В каком плане получить? Чтобы ему доверили, его поддержали, и он в данном случае взял на себя огромную ответственность представлять интересы тех людей, народа, которые он в данном случае представляет. Это очень важно. Самое главное, что есть у молдавских, что есть у политиков, самое главное, о чем мы не должны думать, о народной поддержке. Если она есть, есть будущее. Если ее нет, будущего нет. Это закон. Очень хотелось бы верить, что наши люди, наши граждане, избиратели будут ориентироваться именно по тем моментам и по тем критериям, которые озвучили вы. Вячеслав Вячеславович, к сожалению, время нашего эфира очень быстро пролетело. Я думаю, что мы обязательно с вами встретимся еще в этой студии. Вот, кстати, в Гагаузии были такие политики или есть такие еще политики, да, на которых, например, нужно ориентироваться гагаузам? Вы знаете, вот совсем недавно была, ну, скажем так, определенная дата, это значит, определенная годовщина с момента ухода, да, значит, первого президента Гагаузской республики Степана Михайловича Топалы. Я знаю, что Степан Михайлович очень уважаем в Гагаузии. Естественно, о нем прекрасно знаем и мы, как, скажем так, жители других регионов Молдовы. И этот человек заслужил уважение в первую очередь. Почему? Потому что он представлял себе жизнь, свою жизнь исключительно во благо гагаузского народа, во благо Гагаузии. И он отдал все, что у него было, и посвятил всю свою жизнь народу. И очень важно, чтобы народ Гагаузии, Молдовы и так далее, всей многонациональной, не забывал про свои корни, не забывал, что есть огромное число людей, которые посвятили и отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня были здесь с вами, ради того, чтобы у нас были дети, чтобы было будущее у Гагаузии, в целом у Молдовы там и так далее. Мы понимаем, что это является нашим достоянием. Нам важно это ценить, нам важно об этом говорить, нам важно проводить об этом конференции, конгрессы, саммиты, выставки, фестивали, чтобы наши дети, наши будущие поколения знали о том, что были такие люди, есть память о них, есть достижения, которые вне времени, вне границ и вне истории. Это очень важно. Вячеслав Вячеславович, спасибо вам огромное. Я на самом деле удивлена, польщена тем, что вы знаете о Степане Михайловиче Топал, знаете о том, что на днях были дни памяти господина президента. Это действительно великий, без преувеличения, Гагауз. Спасибо огромное, что вы знаете, спасибо, что вы об этом говорите. И благодарю за сегодняшнюю беседу. Благодарю вас. Еще раз хочу отметить восхищение и свое огромное уважение ко всему гагаузскому народу. Спасибо вам за все. Друзья, я напомню, что в эфире была программа «Большая игра». Сегодня у нас в гостях был председатель Общественного совета Молдовы Вячеслав Пержо. Я желаю вам хорошего вечера. Впереди вас ждет много интересного. Оставайтесь с ГРТ.